Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие коллеги! Большое спасибо, что пришли в пресс-центр Абхазского телевидения. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Гагарского района Дженя Владимир Шуляевич. Добрый день, Владимир Шуляевич. Большое спасибо, что пришли к нам и вот готовы отвечать на вопросы журналистов. И в первую очередь мне бы хотелось поговорить на следующую тему. Совершенно недавно мы все следили за тем, что в Гагарском районе активно шла речь о том, что необходимо принимать какие-то меры для того, чтобы вылов рыбы происходил в соответствии со всеми нормами, со всеми законодательными необходимыми соответствиями. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоит ситуация и удалось ли на самом деле требования и пожелания собиравшихся удовлетворить? Уважаемый Саид, уважаемые присутствующие в программе, уважаемые телезрители, что касается вопроса и того момента, что в Гагарском районе первые, наверное, откликнулись на те моменты, связанные с рыбной ловлей. Это уже не первый год, на протяжении нескольких лет в это время активизируется ловля рыб сенерами, и, само собой, есть какие-то нарушения, были нарушения. И очень приятно было, что особенно молодежь, наверное, в первую очередь откликнулась на эти моменты, жители Пицунды, Гагарского района, и пришли в администрацию, хотя был не рабочий, в выходной день было это все. Было принято, подготовлено письмо руководства, отреагировали помимо руководства Гагарского района и депутаты местного собрания, присутствовали депутаты парламента Гагарского района, и подготовив письмо, переслали его в парламент, а дальше депутаты парламента от Гагры уже перевели данную встречу, данное продолжение этих... депутаты городского собрания? Да, вместе с депутатами парламента уже депутаты парламента сказали о том, что они будут вызывать к себе экологическую службу, другие службы соответствующие, и там уже обсуждать этот вопрос. Ну, как вы знаете, недавно было совещание у президента, где были приняты решения, и соответствующим органам были даны поручения. А какие это решения? Сейчас я таким, не готов, какие решения были. Там были соответствующие службы, в этом поставлены задачи. Что касается Гагарского района, на сегодняшний день у нас постоянный контакт с пограничной службой, которая информирует нас о тех моментах, нарушениях, которые имеются или будут, нарушения, которые будут замечены, определены теми сенерами, которые работают в Гагарском районе. Ну, сейчас не знаю, с чем это связано. Вчера, сегодня, в акватории Гагарского района обычно и службы наши выходят, осматривают данную ситуацию. В данном моменте их нет. Вот сегодня, вчера, сегодня их не было. Связаны с какими-то другими с какими-то условиями, или вы переместились в другой район, уже не знаю. Вы сами сказали, что проблема возникла не только в этом году, она возникает практически ежегодно уже много лет. И скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чем это в первую очередь связано, почему мы все никак не можем поставить точку в этом вопросе? Ну, я сам тоже житель Гагры, сами переезжаем, сами видим эти моменты, когда мы понимаем наших жителей, те, которые, я до этого отметил, что в основном в данной ситуации подключилась молодежь. И если раньше на эти моменты реагировало, допустим, взрослое население как-то, а сегодня более активно себя ведет молодежь. И, есть определенные нормы, есть определенные, я не знаю, по которым, наверное, разрешено вести данный лов рыбы. Но, к сожалению, эти нормы тоже были нарушены. В тех ранее предыдущих собраниях, которые проводились, там были вынесены условия, там 500-метровая зона, там еще что-то, какие-то были приняты решения. Да. Но на сегодняшний день
Но видим, что все равно идет нарушение. То есть из года в год это повторяется. Но сложность в том, что нарушители, да, которые там и пересекают запрещенную зону и ловят тралом, допустим, ну вот все нарушители, их никак не наказывают, я вот это не могу понять. Ну, есть определенные штрафы, и, наверное, не соизмеримы с тем ущербом, который наносят. Но, наверное, где-то надо менять и законодательство, какие-то моменты, чтобы это строго, наверное, как-то пресекалось, и в следующий раз там, я не знаю, не разрешать уже заниматься данной деятельностью и так далее, терять лицензию. Ну, наверное, мы не, как сказать, не столь детально, наверное, ведем контроль над этим ловом и так далее. Наверное, я так думаю. Хотя, ну, в Гагрский район мы сейчас не даем ни разрешения, ни лицензии, к сожалению. Ну, но сейнера все равно находятся, мы же да. все их видим. Это видим, и эти факты мы фиксируем и передаем уже вышестоящим организациям. Ну, в целом все спокойно. На самом деле, как бы люди пришли к какому-то диалогу, к какому-то консенсусу. В общем, в этом вопросе... Я не скажу, что успокоились, все равно они наблюдают, отслеживают. Есть группа ребят, молодежь, которые в эти моменты все отслеживают. Но со стороны руководства, администрации, как я сказал, еще раз говорю, у нас взаимодействие с погранзаставой, которая имеет специальные приборы, и эти факты нарушения фиксируют, передают главе администрации, уже дальше мы передаем вышестоящие органы. Да, спасибо большое. Я бы хотел, с вашего позволения, коллеги, перейти к следующей теме. Тоже тема, в принципе, она сложная, болезненная для каждого практически района республики. Это проблема загрязнения, проблема именно мусоросвалки. Да. Я точно знаю, что Гагрский район не исключение и также испытывает проблемы. Недавно и вице-премьер республики в Гагрском районе проводил совещание. И скажите, пожалуйста, удалось ли прийти к каким-то тоже решениям? То есть и там в свое время были возмущения жителей около свалки. Поэтому как обстоят дела в этом вопросе и как решаются эти вопросы, учитывая, что Гагра плюс еще и туристический город, и в летний период объемы мусора, конечно, в разы возрастают. Ну, скажу так, основная деятельность Гагрской зоны, Гагрского района — это курортная сфера. И на сегодняшний день, если в межсезонье нам, нашими службами, получается как-то содержать город, чистоту, порядок, санитарное состояние, в летний период количество людей в разы увеличивается, нагрузки на коммунальные службы резко возрастают. На сегодняшний день, не беря несколько лет назад, я вам скажу, сегодня в шаговой доступности находятся контейнера кубовые, 10-кубовые, в зависимости от местонахождения, те места позволяют. То есть те же урны по набережной, по городу. И везде расставить и учесть каждого человека, где он может выкинуть мусор, наверное, не получается. Но максимально, по возможности, сегодня город обеспечен вот этими контейнерами и по городу не расставлены. Что касается самой свалки, то есть там... Сейчас я скажу, сейчас я перейду, да. И поэтому в летний период, я вам честно скажу, у нас были большие проблемы, очень много жителей звонили, реагировали сразу по телефону. Вот, допустим, в гостинице «Абхазия» такая-то урна заполнена, переполнена. Приходилось сразу 3-4 раза отправлять туда людей, освобождать и как-то убирать этот мусор. Ну, мы сами недовольны, допустим, этим моментом, особенно летом, как прошел сезон, неоднократно собираемся, дополнительно где установить, не 3 раза, допустим, а 5 раз, 4 раза. Продумать эти моменты, как сделать так, чтобы в общественно более посещаемые места, чтобы сделать так, чтобы, допустим, избавить от мусора, да, вот, город, почистить город. Что касается свалки. Свалка расположена в селе Алахадзой. На сегодняшний день так получилось, сегодня помимо всего Гагрского района на эту свалку везут мусор и из города Гудауты, из Гудаутского района, с Афона тоже. И рядом сегодня, жизнь идет вперед, так как туристический район Гагра, Гагрский район, рядом находится поселок, который разрастается, тоже строят гостевые дома, гостиницы и так далее. И, наверное, оно само собой несовместимо. И самое страшное, что
свалка это практически, особенно летом, возгоралась. Бывали моменты, сама возгоралась, бывали случаи, и, наверное, поджога, такие тоже, наверное, моменты были. И был назначен вице-премьер, да, руководил этой комиссией, работа была, и что нам сегодня, на сегодняшний день удалось сделать? Было принято решение засыпать саму свалку высотой в метр землей. Делали котлованы, подогнали технику, сделали котлованы. Больших объемов землю, которую вытаскивали, засыпали в свалку. И мусор, который заново завозился, сбрасывали в этот котлован. Потом следующий котлован этой землей закрывали. Как бы пока выход такой. Дальше были предложения, и какие-то предложения есть, рассматриваются, изучаются по тому, как с этой свалкой решить вопрос уже более конкретно. Но на тот момент и на сегодняшний день у нас там есть дежурные, которые в случае какого-то возгорания сразу информируют, и практически вот тем, что мы слоем накрыли землей, и пожара практически на данный момент свалка не горит. И, само собой, когда вы при возгорании, едкий запах там с разными веществами, само собой, рядом находится население, жилое, дети, взрослые, отдыхающие. Это было... Спасибо, Владимир Шулявович. Я бы хотел обсудить еще, на мой взгляд, очень сложную проблему. Она касается спорта. По словам некоторых тренеров по вольной борьбе, вольная борьба в Гагре умерла. По одной простой причине, потому как уже очень много лет в Гагре, у нас, позволю себе сказать, потому что я сам оттуда, нет спортивного зала, у нас нет специального инвентаря, то есть есть дети и родители, которые активно хотят этим заниматься, особенно мы все знаем, насколько вольная борьба стала там популярна после Олимпийских игр 2012 года, но мы физически в этом плане очень ограничены, и в современном городе почему складывается так, что вот мы уже очень много лет не можем решить, казалось бы, такую простую проблему. Спасибо за вопрос. Ну, я вам скажу все и так, не только, наверное, борьба. Мы все-таки живем на море, да, вот, и если старшее наше поколение и более взрослое хорошо плавали, да, скажем так, и были, наверное, спортсмены в этом виде спорта, там и другие виды спорта. Сегодня много, наверное, видов спорта, которые так, нету и негде этим заниматься. Даже одного бассейна нету, где могли бы дети поплавать там, или научиться плавать. Что касается конкретно борьбы, сегодня... Этот вопрос решается как-то, рассматривается? Сейчас скажу, да. У нас есть инвестор, который сейчас строит борцовский зал. Сейчас стадия строительства, вам скажу, каркас уже поставлен, все, вопрос связан с оборудованием и в районе кемпинга. В районе кемпинга, сборно-разборная конструкция, но будет соответствовать всем стандартам, условиям, таким, как сейчас я не профессионал в этом, использую, но такой зал готовится. Мы можем говорить о времени, когда он будет открыт? Инвестор сам заинтересован, сам просил, готов построить, он сам бывший борец, или с борцовским спортом как-то связан, и этот спортзал сейчас готовится, строится и будет. Ну, спасибо вам за хорошую новость. Еще один момент скажу, знаете, как у нас, мы тоже жители Гагры, очень хотим грандиозные какие-то проекты и осуществить, и сделать. Понимаем, что у нас сегодня в городе нет дворца спорта какого-то, нету хорошего кинотеатра, нету летнего театра, я не знаю, зимнего хорошего театра. У нас немало коллективов, немало, наверное, творческих разных коллективов, которые свое искусство, свои какие-то подготовительные все моменты могли бы где-то проводить, показать и так далее. К сожалению, пока не получается. С этим, на что нас хватает, это на какие-то благоустройства тротуарной плитки, асфальтирования, набережные, там, такие моменты, к сожалению. Да. Вы сами жители Гагры, вы сами это прекрасно знаете. Я бы хотел перейти... Да. Ольга Джона, «Нужная газета». Возвращаясь к теме мусора, хотела бы узнать, какова судьба завода
А насколько я знаю, в Гагре работает или работал завод, перерабатывающий пластик, и потом из этого пластика делались Сейчас строительные скажу, да, материалы. да. Он функционирует, и Да. вообще что с ним? Завод Всё. функционирует, он перерабатывает металл, пластик, бумагу. Есть образцы строительных материалов, которые он произвел, плитку, бордюр, там, ящики, там еще что-то, ну, из пластика. Но, к сожалению, стекло, металл и так далее, есть проблемы с вывозом данного, то есть через границу. И завод в полной мере не может пока функционировать, потому что пока не наладит вывоз, вернее, за пределы республики, куда это материал, мусор можно будет сдавать, здесь все перерабатывание не получится. Что касается пластика, да, на сегодняшний день оборудование есть. Мы не раз выезжали, смотрели, приценивались, где-то в городских условиях, где-то можно, если использовать там и так далее, тот же бордюр, ту же тротуарную плитку. Но массового такого производства и пока как бы нет. Но основной расчет у них, конечно, был это вывоз бумаги, металла, там еще каких-то стекла за пределы республики, там уже как-то на этом получать финансы. Но работа в этом направлении идет, занимается, и вот, как оно будет дальше, покажет время. Виталий Шария, Очень Эхо рад. Абхазии. Ну, Гагрский район – это прежде всего лидирующий район в туристической сфере республики. Каковы основные показатели минувшего сезона туристического? Какие цифры, насколько вы этим довольны? И какие, так сказать, прогнозы на будущий сезон? Спасибо. Ну, не буду массу цифр приводить, скажу только то, что порядка на 42 миллиона больше в этом году пополнился местный бюджет, я имею в виду, на 42 миллиона. Для нас это тоже достижение, если плановые показатели полностью не выполнены, но во всяком случае есть динамика. Цифра, конечно, могла быть и больше, но позапрошлый сезон, наверное, гагрцы знают, какой был он, не то что неважно, он был неудачный, скажем так. И чтобы привлечь отдыхающих, многие объекты снизили цены, порядка 10% и более. И, само собой, это и на показателях оно сыграло свою роль. А так, конечно, можно было и собрать и по сумме, и больше, и так далее. Но нас радует рост. 42 миллиона для местного бюджета – это хорошая сумма, хотелось бы и больше. Ну, есть вещи, которые на эти средства можно еще дополнительно сделать. Анжела Кучубериатас, скажите, пожалуйста, какую сумму составляет с учетом этих 42 миллионов прибавления? В местный бюджет при плане 431 миллион 979 поступило 391 921 миллион. Приоритетными направлениями расходования этих средств являются, вот хочу цифры обозначить, чтобы эта вся сумма, куда она как расходуется. На оплату труда, это имеется в виду бюджетникам, уходит 228 миллионов 920 тысяч. На оплату работы и услуг, имеется в виду коммунальные службы, материалы, 78 миллионов 344. На приобретение основных средств, это замена каких-то агрегатов на водонасосных, порядка 44 миллионов. И дотации детским садам, школам и так далее, это 20 миллионов. Скажите, а что делается, вот уже наверняка вы начали готовиться к предстоящему курортному сезону, чем вы хотите привлечь в этот раз туристов, чтобы было их больше? Спасибо. Начало прошлого сезона, вообще Гагрский район, активность поступления финансовых средств наступает с конца мая месяца. Ну и, соответственно, до сентября, где-то так, до середины октября. В межсезонье все средства, которые поступают от работающих предприятий, в основном уходят на заработную плату. Порядка 20 миллионов в месяц – это зарплата бюджетникам и так далее. Ну, там еще детские сады, коммунальные службы, порядка 25 собирается. И сейчас какие-то средства вкладывать во что-то очень сложно. И прошлый год мы пошли по такому пути. При подготовке к курортному сезону договорились, пошли навстречу нам предприятия, организации,
порядка 5000 квадратных метров уложили плитку. Строительство, продолжение набережной. Мы не сами это начали, еще до нас, руководство, которое возглавляло районы, они это начали, мы эту набережную хотим продолжить. В прошлом году порядка 50 метров было сделано и закончено, а еще 100 метров берегоукрепления были восстановлены. И работу в этом плане постоянно продолжаем. И сейчас эта работа уже продолжается. Некоторые отдельные улицы, взятые улицы, мы вот от гостиницы «Абхазия» вот в сторону Сбербанка как ехали, в этой части. Сейчас укладывается там тротуарная плитка. Ну, еще несколько улиц у нас в плане. Плитку мы берем в долг, не в конце, а вернее уже в курортный сезон стараемся расплачиваться данными предприятиями. Здесь хотелось бы один момент отметить, очень благодарным и жителям, и нашим предпринимателям. При проведении этих работ несколько улиц подошло и попросило: дайте нам материалы, мы сами свою улицу, ну, расходы, связанные с укладкой, мы возьмем на себя. И у нас получилось это сделать, это благодаря вот нашим жителям. Две улицы, улица Щинкуба и параллельно Терешковой, которая улица идет, вот там данные работы провести за счет жителей. Предоставим бордюрный камень и технику, само собой, и тротуарную плитку. Скажите, пожалуйста, как идет работа в парке Альденбургского, где по инвестпрограмме в этом году вы должны завершить все работы? Да, первый этап – это дренажная система, фонтаны, очистка фонтанов. Первый этап закончен. Сама колоннада была в опасности в том плане, что фундамент осел, столбы, которые держали, то есть опасны для жизни были. И на сегодняшний день фундамент укреплен, сделан. Второй этап – это восстановление освещения, ландшафтный дизайн и так далее. Все эти работы в наступившем году должны быть закончены. В этом году, в наступившем году, да. Продолжены эти работы. Ну вот в продолжение темы, этот парк знаменитый, уже многие годы носит имя принца Альденбургского, который был основателем его. Но когда дело дошло до установки там бюста, мнение в обществе разделилось. Я помню, лет 10 назад бурная дискуссия была в СМИ и так далее. И насколько я знаю, этот бюст есть, но он так и не установлен. Вот внесите ясность, тут какие тут планы и так далее. Сам тоже наслышан про это, знаю, и вопрос по этому еще окончательно не решен. И сам бюст есть, но есть мнение разделилось народа, да, в этом плане, поэтому будем решать вопрос дальше уже. Но вообще, если он назван его именем, то да. Почему не поставить? Да. Спасибо, Владимир Шулявич. Я бы хотел поднять еще две темы. Тема актуальная. В Сухуме зарегистрированы случаи свиного гриппа. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с этим в Гагре? Какая есть информация и как вот Гагрская больница и все соответствующие службы, в какой готовности, как они работают? Спасибо. В понедельник было проведено совещание главой администрации в присутствии отдела образования и Гагрской больницы. Было принято решение каждый день информировать, какое количество детей находится в школе, заполняемость там в классах. Все эти случаи, связанные с гриппом, чтобы фиксировались, и в случае какой-то критической ситуации тогда уже... Это понятно, ну а ситуация как обстоит? Есть зарегистрированные случаи свиного гриппа? Я не имею фактов зарегистрированных. Есть гриппом болеют, да, чтобы именно свиной грипп, такого пока фактов нет. Ну, скажите, пожалуйста, администрация Гагрского района имеет полномочия объявить в школах Гагрского района карантин? И есть ли такие планы, потому как в сухумских школах этот вопрос родители очень активно поднимают, просят, и как обстоят дела в Гагре? Ну, совещание было поэтому и проведено, чтобы узнать эту ситуацию. Каждый день информируется. Есть, наверное, какая-то сейчас, я не знаю, норма критическая и так далее, когда этот вопрос станет, будет сообщено руководству Министерства образования, и вместе с Минздравом этот вопрос
То есть пока ситуация находится под контролем? Да, в некоторых школах, я вам скажу, есть специально люди там с медобразованием, которые смотрят, те люди, которые приходят там с признаками как гриппа, в школу не допускаются, отправляют домой, чтобы не заразить там. Уважаемый, да, пожалуйста, Ольга. Скажите, пожалуйста, а какие самые крупные курортные объекты и какие являются из них крупнейшими бюджетообразующими? Ну, сразу скажу, курорт Пицунда. Это большой бюджетообразующий объект, хорошие поступления налоговые и большое количество отдыхающих, которые... И работа начинается практически, наверное, с мая месяца. Ну, работа организована и практически до середины октября. Да. И очень радует то, что помимо поступления в бюджет, персонал, который работает, практически полгода занят вот на этих объектах, получает зарплату и так далее. То есть не распускается. Это очень важно, наверное, вот, рабочие места и так далее. Сейчас еще появляются новые объекты. Вот бывший Амара Интернешнл, знаете, 17-го партсъезда объект. Гостиница Абхазия. Идут восстановительные работы. Если видели, сейчас он облицовывается камнем, внутри идут отделочные работы, и к лету частично объект будет запущен. Рядом тоже еще одна гостиница по инвест-программе была построена. Ну, увеличение количества мест, размещения, я думаю, увеличится. Вот тоже как житель Гагры не могу не задать вопрос, уж если речь пошла о строительстве гостиниц, вообще есть какой-то очень жесткий контроль того, какие гостиницы строятся, чтобы на самом деле особенная внешность Гагры, она не была испорчена бесконечным количеством гостиниц, магазинов на тротуаре, в парковых зонах. То есть есть какой-то контроль, и как вообще администрация за этим, за всем следит? Одна из тех проблем, которые сегодня существуют, это незаконное строительство. И строительство, даже если у кого есть какие-то разрешительные работы, отклонения от того проекта, который есть и так далее. Человек в ходе строительства, как говорит, заманивает или что, или на 3 этажа разрешил, начинает строить 5 этажей, 6 этажей и так далее. Ну вы как-то за это наказываете? Сами комиссионно сложно, мы передаем правоохранительные органы. И вместе с правоохранительными органами, особенно прокуратура, суд и так далее, пока только такими методами. Ну, магазины все равно строятся, скажу, это в плане ситуации. Сегодня что получается, если раньше было 5-6 магазинов в городе, и они хорошо работали, платили налоги, сегодня получается через каждый шаг одни и те же виды товаров, одни и те же виды продуктов и так далее. Было принято решение, распоряжение придомовые территории запретить, вообще не разрешать никакое строительство. Это сейчас наша комиссия архитектурная, и будем, соответственно, это распоряжение действовать и разрешать. Скажите, на какой стадии строительства абхазской школы? В этом году ее завершат, и она откроется к новому учебному году? Знаете, это, наверное, для всех нас, Ихарагапсва, Ихарагагринхо, Хазик Хазилгаза школу, Бдарат Закухоп, Сарах вот и школа Салгит, Сарадас Голашот, школа директор Зехид Схуиха, Хараз Хаджарат Ипа, Чамагва, Я Абсариджиба, Ви Харях Даруб, Харях Зимдрузауб, Яри Усқан Тепстаза Раджа, Ирашкура Ечка Рагазара, Хазжлум Хауб, Ласыласа, Хазневу, Тиху, Иқарту, Ихних, Близигал Гакухаму, Бажай Гахаван, Ирахара Хадаги, Урастулан Зариус, Яхолапшу, комиссия Ганахла, Уртакиқан, Харджле, Зигик Шахар, Ариашук, Сира и Зам Тепша, школа Ялгу. Что понятно было, была межправкомиссия, присутствовала, идут отделочные работы, и по их словам, не отстают от плана, все идет по времени, вовремя. Если в финансовом ситуации их как-то не ограничат, то школу закончат в 2019 году. Какова экологическая ситуация в районе, в частности, какова судьба пальм? По пальмам, здесь у меня была информация,
Знаете, благодаря нашим всем работникам и парка, и зеленого хозяйства, пока весь шум этот начался вокруг пальм, они первые подняли эту тревогу и своими силами, с привлечением нескольких служб, потому что нужна была техника, вышка там и так далее, с парком мы начали эту работу. То есть там удалось сохранить пальму, да? Ну, не все. Ну, первые признаки были, это сразу пришлось убирать. Ну, оттуда мы приглашали экологическую нашу службу, советовали, собирали всех директоров санаториев, собрали. Это не только Гагра, это Цандрипш, Пицунда, Лдза, Лидзава, все районы, и своими средствами покупали, переходя на ту сторону, лекарства. Первое время было так, потом уже централизованно начали получать с Министерства сельского хозяйства. А до этого как бы своими силами пытались все это делать. Но работа продолжается. Сейчас, так, наверное, неправильно говорить, к сожалению, погода теплая, и в марте месяце, может даже и раньше, нам эти работы, запасы лекарств какие-то есть, мы эту работу продолжим. И очень сильно хотим их сохранить, потому что это визитная наша карточка, это наша, как сказать, люди за этим сюда едут, за нашей экологией, за нашу красоту, природу и так далее, и так далее. Уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, на этом пресс-конференция заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шулявича завершена. Большое всем спасибо. Встретимся через неделю. До свидания.